Это Алабай Айзан, ему всего 1,5 годика. Это самая счастливая собака в Удмуртии. Спросите, почему? А потому что Айзана хозяева частенько кормят свежей осетриной, а однажды он съел целый килограмм черной икры. Правда, хозяева об этом узнали не сразу. Все началось 4 года назад. Два друга ради интереса решили купить рыб. Подготовили место, установили оборудование и стали наблюдать, как поведут себя осетры. Результат не заставил себя долго ждать. Стали кормить, посмотрели, как это. Мы купили по 2 килограмма, они у нас очень раз стали уже 3 килограмма, потом 4 килограмма. Поэтому уже стали как бизнес рассматривать. В данной установке тут очень просто. Система очистки, она сама все делает, весь уход. Один человек обслуживает. Можно, в принципе, с миллиона даже начать. То есть, это будет установка уже достаточно приличная, можно будет тонну рыбы содержать. И сами-то начинали тоже вот такой минимальной. Она у нас расположена на 90 квадратных метров. То есть даже если у кого-то частный дом, можно в частном доме в подвале сделать такую установку, поставить, и будет свое рыбное хозяйство, которое обеспечит и семью, и всех родственников рыбы. Осетровая ферма в Машке единственная в Удмуртии. Здесь в основном выращивают ленских осетров и немного стерляди. Стерлядь очень долго растет. Осетр выгоднее? Осетр выгоднее. В плане производства осетр выгоднее. Мы закупаем малька, и потом потихоньку они растут, кормим. Пересаживаем в отдельные бассейны по мере того, как вырастает рыба. То есть определенного веса содержится в отдельных бассейнах. Кто-то из них достигнет большой рыбки через год, кто-то через 1,5. Смотрите, они все одинакового возраста, но кто-то из них большой, а кто-то совсем маленькие. Но ей где-то порядка 3 месяцев. Корм считается от веса. То есть здесь у каждого вида рыбы и при определенной температуре там определенная формула, то есть и процентное соотношение. Может даже до 1% в день. Чем меньше рыба, тем чаще ее кормят. Это когда взрослую, она уже там можно кормить пореже. Мальков можгинские фермеры закупают в разных регионах страны. Интересно, при продаже и покупке мальков учитывается вес или количество? Оказывается, все дело в технике. Каждого считают поштучно. Специальный стол, и чик-чик-чик-чик их пересчитывают. Посчитали на специальной машине с кислородом. Их загружают в воду и везут на любые расстояния. Рыб везут на обследование, берут анализы. Также применяется аппарат УЗИ для определения пола. Набрала рыба более 10 килограммов веса, добро пожаловать в другие апартаменты. Здесь температура более комфортная, около 20 градусов, и начинается процесс созревания икры. Осетр весом от 10 килограммов может дать до 1 килограмма черной икры. Создать определенные условия, чтобы она подумала, что она перезимовала, что наступила весна. И у икры также там различные стадии созревания. Для этого специально берутся пробы. То есть мы их периодически возим на анализы, исследуют на паразитарные. Осетр инфекциям тоже очень невосприимчив. То есть достаточно рыба такая, очень живучая. Спрос на царскую рыбу есть, говорят фермеры. Недавно можгинских осетров увезли в Крым для разведения. В ближайшем будущем хозяева осетровой фермы хотят расширить производство рыбы до 10 тонн в год. Также они намерены сами выращивать мальков. А у нас все оборудование для этого уже есть. То есть мы не решились просто еще. То есть надо решиться и заняться. Потому что малек, чтобы его вывести из икры, там личинка, это очень-очень долго, очень кропотливо. То есть, требует очень много внимания. Но попробуем, все равно сделаем. Бестолковая у них жизнь, говорят фермеры про своих подопечных. Плывут себе по кругу и так каждый день. Несмотря на это, осетры создают и поводы для беспокойства. Переживаем-то мы и так постоянно. Это уж в любом случае. Может и свет включиться или еще что-то, оборудование встать. То есть у нас человек-сторож, он всю ночь ходит, слушает, как включаются здесь фильтра. То есть вода идет, не идет. Рыба иногда начинает что-то играть там или еще что-то, набирать скорость, разгоняться, быстро плавать и может выпрыгнуть из бассейна. Из-за этого мы сейчас делаем, как защитную сетку ставим. А так, да, первое время было, что несколько рыб у нас выпрыгнуло, и мы их даже не успели вовремя заметить, все, они спасли. Наша собака осетра-то поела, так скажем, наверное, ни одна собака так не поела. Да, счастливчик Алабай Айзан, с фактами не поспоришь.